26 июня 2019 года президент России Владимир Путин назначает исполняющим обязанности главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова. 10 лет новый руководитель региона не работал в Ингушетии. Внутриполитическая ситуация в республике тогда требовала взвешенных решений и деликатного подхода. Для субъекта было важно, чтобы во главе стоял авторитетный человек, который любит свой народ и готов работать. Принципиальная позиция и законность говорили о высоком доверии президента и показателях успеха. Внимание требовали все направления, и профессиональный юрист понимал, как важно работать по букве закона и идти к созиданию. Не надо на короткую дистанцию настраиваться, надо на долгую, длинную дистанцию настраиваться. Мы не должны бежать, но и не должны опоздать, понимаете? То есть надо соизмерять вот эти все вещи, чтобы мы могли из года в год улучшать жизнь жителей республики. 26 августа 2019 года президент России Владимир Путин вносит на рассмотрение депутатов Народного собрания 3 кандидатуры. В результате тайного голосования Калиматов Махмуд Али Макшарипович получает наибольшее число голосов от депутатов. В этот же день в здании администрации главы проходит инаугурация. Я, Калиматов Махмуд Али Макшарипович, вступая в должность главы Республики Ингушетия, обязуюсь соблюдать, защищать Конституцию Республики Ингушетия. Уделить внимание необходимо было всем направлениям. Нужны были последовательные действия, строить здравую и правовую политику, ответить на социальные вопросы жителей республики. Но начать эту работу было затруднительно. У региона на тот момент был многомиллиардный долг перед федеральным центром. Накопившийся государственный долг в сумме 2,1 миллиарда рублей. И кредиторская задолженность по государственным контрактам – это более 5 миллиардов рублей. В общей сложности 11,8 миллиардов. Что было сделано в этой ситуации? Сразу было принято решение главой республики, были проведены переговоры с федеральными органами власти, пошли по пути реструктуризации долгов. Махмуд Али Калиматов одной из задач курса развития обозначил снижение дотационности путем увеличения собственных доходов. В 2019 году все поступление НДФЛ, это 13% зарплаты, составляло 1,5 миллиарда. Это ни о чем, это денег нет, их поэтому не хватало никогда. Ни на социальные вещи, ни на выплаты. И мы понимали, что путь у нас один. Это возрождение предприятий, это организация новых рабочих мест, это белая зарплата. И это те 13% НДФЛ, которые вот по прошлому году вышли в 9 миллиардов. Это большие цифры за 4 года. Госдолг республики собирался не один год, и на сегодня, благодаря работе руководства и правительства региона, удалось выбраться из долговой ямы и уйти от мер бюджетного принуждения. За 5 лет заметно выросли налоговые и неналоговые поступления местного бюджета. В 2023 году в регионе собрали свыше 9 миллиардов рублей, когда в 2019 году эта цифра была чуть более 3 миллиардов. В 2024 году мы смогли ликвидировать задолженность и выйти на то, чтобы могли свой бюджет на свои деньги сформировать. Я не имею в виду дотационные вещи, которые касаются строительства школ, детских садов, больниц. Пока Махмуд Али Калиматов изучал веренный ему регион, наступает тяжелый и трагический период для всего мира – пандемия. В апреле 2020 года в Ингушетии регистрируют первый случай заболевания COVID-19. Все внимание уделяется борьбе с вирусом. Сохранение здоровья нации в приоритете. Заболевших с каждым днем становилось все больше. Практически все больницы по поручению главы были оборудованы под COVID-госпитали. Глава республики сделал все, чтобы остановить распространение вируса в Ингушетии. Правительство республики приняло все меры, необходимые для защиты нашего населения, живущего в этой республике. Пандемия указала на необходимость развивать экономику. Махмуд Али Калиматов понимал, многие уезжают в поисках работы в другие города. В Ингушетии не было активных производств и рабочих мест. Это кардинально изменило масштабная работа по реанимированию простаивающих предприятий и запуску новых объектов. В регионе начинается новая глава в развитии промышленности и сельского хозяйства. Заработали швейное производство и обувная фабрика. В республике запустили новые производства. Открылся птицекомплекс «Южный», завод по производству локальных очистных сооружений, комбинат по производству детского питания и не только. Высокие показатели роста отметил заместитель председателя правительства России Александр Новак.
это дополнительные будут налоги и занятость. Поэтому хочу сказать, что это поддерживается правительством Российской Федерации. Это абсолютно идет в русле импортозамещения, о котором сказал президент. То есть республика соответствует задаче, поставленной президентом Российской Федерации по технологическому суверенитету именно сейчас в этой отрасли. Ну и, конечно, хочу сказать слова благодарности команде, руководителя региона. Возможно, это очень серьезное достижение. Если говорить о реанимации простаивающих предприятий, то наиболее ярким показателем здесь является, конечно же, швейная фабрика, антенно-мачтовый завод, который сейчас получил достаточное количество заказов и работает по полной загрузке. Это Ингушмолоко, которое не только обновило дойное стадо, но и запланировало строительство завода по глубокой переработке молока, что, собственно говоря, нам крайне важно, потому что при переработке сельхозпродукции возникают и НДС, и дополнительные налоги, и занятость возникает. И об этом глава говорил буквально с первых дней своей работы в Ингушетии. По пути развития промышленности и открытия прорывных проектов Ингушетия движется активно. Еще одну новую главу экономики Махмуд Али Калиматов открыл на международном форуме в Санкт-Петербурге, где Ингушетия подписала ряд важных соглашений. Проведены переговоры с Республикой Азербайджан, с Королевством Бахрейн, которые крайне заинтересованы в налаживании контактов с нами, как в сфере туризма, так и в сфере развития промышленности, электроэнергии, производства электроэнергии, строительства санаториев курортного типа. У нас есть такие территории, где мы можем такие объекты построить. Поэтому такое сотрудничество, конечно, будет развиваться и даст дополнительные бонусы к качеству жизни наших жителей. Это, безусловно, важно. Позитивные изменения, которые происходят в республике, жители прекрасно замечают. Ведь долгие годы о работе собственных предприятий мы могли только мечтать. Вот эти объекты здесь, это уже очень большое значение. Сейчас Болгош заработные платы повысить, это очень важный показатель. Бог больше, баз бонах, духамаж, дагамудухи, перечна ханцан. Ахтуганцы хазатствоны, сабокелинах образование худболы, да худболы, бияны хазатствоны, дохамды, холцбахдолы, иштхелсу. Последние 5 лет на самом деле процветает дежлаты. Я чувствую, ваш дух, ваш стол, аташтук военный дух, это все-таки отдул впереди. Об успехах Ингушетии в социально-экономическом блоке глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов рассказал Владимиру Путину на прошедшей недавно плановой встрече. Президент отметил высокую рождаемость и продолжительность жизни в Ингушетии. В республике с поддержкой федерального центра строят школы и детские сады. Более 40 детских садов за 3,5-4 года введены в строй. Новых. Нам сейчас немножко осталось, всего 3000 где-то осталось только ввести. Вот. Поэтому в этой части и школы, 37 школ. Вот за эти 4 года построили. Рождаемость, у нас же рождаемость, мы вторые в России. Вот, поэтому мало того, что детский сад для детей, школы для школьников, но это же рабочие места. И это, вот эти школы, если сложить, да, более 7000 рабочих мест. А это как раз мамочки, сестренки, снохи, то есть они через дорогу или там в соседнем улице идут на работу. Сделать образование доступным для каждого ребенка республики – успешно реализуемая цель. С 2016 года все школы, находящиеся на территории Ингушетии, переведены с 3-й смены во 2-ю. 76 школ работают в 2 смены. Для перехода на односменный режим необходимо построить до 2025 года 12 общеобразовательных учреждений. В 16 школах при поддержке федерального центра проведен капитальный ремонт. В рамках нацпроекта образования построены школы в Карабулаке, в Сунже, Назране, сельских поселениях Алиюрт, Верхние Ачулки, Яндари, Далаково, Альгети, Барсуки и Кажево, и не только. А в начале 2024 года новые учреждения торжественно запустили в Сунже и Сурхахи. За последние 5 лет произошли очень большие изменения, особенно большая динамика улучшения условий обучения учащихся.
учащихся. Самое главное, как и для педагога, и как для матери, и как для руководителя, для меня большое значение имеет условия, в которых обучаются наши дети. В частности, могу сказать и про свою школу. В 2023 году у нас в рамках проекта образования прошел капитальный ремонт, полностью обновили нашу школу, создали нам условия, полностью мебель обновили, технические условия нам создали. Сейчас наши дети могут обучаться так же, как и все дети, которые обучаются в новых школах. Можно сказать, что наша школа почти новая. Особое внимание увеличению продолжительности жизни. Здравоохранение – один из приоритетов в Ингушетии. В республике проведен капитальный ремонт здания городской детской поликлиники. Продолжается строительство инфекционного корпуса на 60 коек при детской республиканской клинической больнице. Открыты ФАПы в отдаленных сельских поселениях. Новый корпус для дома ветеранов и долгожданная Кантышевская участковая больница. В последнее время нам установили соцвыплаты. Конечно, это большая подмога, это большая помощь. И врачи, и средний медперсонал, и младший медперсонал получает социальные доплаты. Ранее мы, если работали без всех этих доплат, теперь это стимулирует на повышение оказания медицинской помощи всех наших специалистов, всех наших сотрудников. Говоря об успехах региона, нужно отметить и строительство дорожной сети. По темпам и качеству исполнения национального проекта Ингушетия лидирует по всем показателям. За счет средств Дорожного фонда федеральных субсидий в 2019 году региональное министерство привело в нормативное состояние больше 36 километров дорог. В 2020 году более 68. В 2021 100 километров. В 2022 более 53 километров. В 2023 более 30 километров. Долгожданные переправы появились в Карабулаке и Кажево. Глава республики особое внимание уделяет отдаленным сельским поселениям. Долгожданная дорога появилась в Вежериюште и Датыхе. Каждая глава республики с момента ее создания, 3 времена, они в реальных тех условиях, сделали все, что могли. Казахстан малхаллайнио. Малхаллин да траке. Малхалдини да ордатар ник буатс, шамуатс, ихот киги беш, ох буаш. Тахад ник ба, тах давах ник бедал садол чизвяка. Преобразования коснулись практически всех направлений. У Махмуда Али Калиматова с самых первых дней есть четкое понимание того, какой должна быть республика. И непременно она станет одной из самых современных, развитых и удобных для жизни. Махмуд Али Калиматов, решая вопросы региона, всегда подчеркивает, самое важное – это понимание и поддержка людей, жителей республики Ингушетия. А дальше все возможно и все будет. Рина Сычоева, Магаз 24.